Жилье для медиков по финским технологиям планируют возводить в Коми. В ближайшей перспективе построить 10 домов в районах, где остро стоит кадровый вопрос. Привлечение медиков и повышение доступности медицинской помощи – это главные задачи отрасли на следующий год. Приоритеты расставил руководитель Минздрава Коми на презентации отраслевой госпрограммы в региональном парламенте. О каких еще перспективах говорили, знает Ольга Коняева. Победа этого года – новая система закупки и поставки льготных препаратов. В итоге с 30 тысяч количество отсроченных рецептов сократилось до 200 на всю республику. Главная задача на следующий год – укомплектовать кадрами медучреждения. Около 300 врачей и 800 средних медицинских работников в этом году прибыло, но отток пока больше, потому и кадровый дефицит не снижается. Программа «Земский врач» и фельдшер, региональные выплаты, по миллиону за трудоустройство в Воркуте и 500 тысяч редким специалистам, покупка жилья и компенсация аренды, целевая и контрактная подготовка. Работа по привлечению кадров продолжается. Новый проект «Быстро возводимые дома под ключ» для медиков. По финско-канадской технологии уже давно, многие десятилетия, коллеги строят вот такие вот дома. Удобные, красивые, светлые. И задача поставлена нашим сотрудникам, чтобы это не просто коробка была дом, чтобы специалист взял и заехал, чтобы была кухня, чтобы была сантехника. Там, условно, чтобы были подушки в этом доме, чтобы не нужно с чемоданами приезжать, а приехал и начинаешь жить. Мы посмотрели по дефициту кадров, по новым ФАПам. То есть, если там уже стоит новый объект, но нет медицинского работника, туда мы в приоритет будем ставить вот этот жилой дом, и тогда больше шансов привлечь медицинского работника. Повысить доступность медицинской помощи независимо от места проживания – еще один приоритет. Для этого Минздрав изучает успешный опыт других регионов. Так, на Сахалине за 4 месяца трансформации системы записи и работы медиков увеличилось количество номерков и сократилось ожидание приема. При таких же, как в Коми, ресурсах. В строительстве объектов наметилась новая веха. Из 19 долгожданных ФАПов последние 2 достраивают. На смену капитальному строительству придут и быстро возводимые модульные ФАПы. Такие уже открыты в селе Лезем и деревне Красная Сыктывдинского района. 2 объекта обошлись всего в 14 миллионов рублей. Сейчас республика закупает еще 8 таких конструкций. Возвели их за 2 месяца, что в принципе и они достаточно теплые, достаточно комфортные. И я думаю, что в связи с этим, взяв опыт вот этих 2 быстровозводимых ФАПов, в следующем году, я думаю, проблем со строительством ФАПом по плановому постройкам уже не будет. Вы знаете, что мы должны построить за период 23-25 года еще 59 медицинских объектов. Это 57 ФАПов и 2 врачебные амбулатории. Идет проектирование и строительство 27 объектов здравоохранения, в том числе по нацпроектам. По республиканской инфекционной больнице ждем софинансирования из федерального бюджета. Поликлиника в столичном местечке Лесозавод на стадии подготовки проектной документации. Отведен земельный участок в больничном городке под новый перинатальный центр. Будут построены амбулатории в Первомайском и Максаковке. Из новых планов детская стоматология и центр углубленной диспансеризации. Нами будет сейчас изыскиваться возможность о покупке здания в Сыктывкаре, чтобы построить детскую стоматологическую поликлинику на новых площадях и сделать диагностический центр, который позволит прежде всего жителям старшего поколения, имеющим хронические заболевания, оказывать углубленную, расширенную диспансеризацию. И в первую очередь делать гастро- и колоноскопию, в том числе под наркозом, что в настоящий момент делается либо в стационарных учреждениях, либо в частных клиниках. Вот задача это, опять-таки, начиная с декабря этого года. По программе модернизации первичного звена за 2 года поступило 450 единиц диагностического оборудования и 191 карета скорой помощи. Для труднодоступных районов закупают каракаты, УАЗы, аэролодки и сани. Будут оборудованы дополнительные вертолетные площадки для санавиации. В 2023 году в плане обновить оснащение медучреждений еще на 1000 единиц. В целом на отрасль здравоохранения региона направляется около 35 миллиардов в год. Стратегическая цель – сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни. Для Коми как минимум до 77 лет к 2030 году. Ольга Коняева, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.